Зира Фимас, здравствуйте, уважаемые зрители Апснахабар. Мы продолжаем свою работу. Сегодня у нас круглый стол «Красные линии абхазской политики в контексте угроз национальной безопасности». Благодарю Алхаса Асланзе за тематику сегодняшнего нашего круглого стола. И хочу представить гостей, участники сегодняшнего круглого стола. Историк Руслан Гожба, историк Гурам Гумба, депутат парламента 6-го созыва Илья Гуня, общественный деятель Ливан Мика, юрист, общественный деятель Алхас Асланзе. Вот, приступая к этой теме, я бы хотел затронуть такой эпизод, что ли. Нужно отметить, что мы живем в такое сложное время, и в этом смысле присутствие вот за этим круглым столом сразу нескольких историков, мне кажется, это очень важно, чтобы возможно сопоставить какие-то исторические эпохи, как Абхазия отвечала на вызовы в разные периоды. И с другой стороны, учитывая постоянную военную угрозу, которая стоит перед Абхазией, мне тоже кажется очень важно здесь присутствие на этом круглом столе Ильи Гуня и Ливана Мика, ветераны Отечественной войны. Илья Гуня возглавлял комитет по обороне в 6-м созыве. И я думаю, что вот в таком формате было бы интересно сегодня порассуждать. И хочу первое слово передать Гураму Гумба. И вот первый вопрос такой. Вот красные линии в контексте угроз национальной безопасности, и хотелось бы еще вот такую историческую, может быть, аналогии какие-то всплывают. У меня лично они всплывают, и, возможно, и у других участников сегодняшнего круглого стола. Спасибо, Гурам. Спасибо. Ну, действительно, вот, как ты заметил, такая вот постановка вопроса, сама вот красные линии абхазской национальной политики очень объемная. Обычно бывает, значит, правильная постановка вопроса — это 50% решения проблемы. То есть, естественно, вот национальная безопасность, она охватывает практически все стороны нашей жизни, любого там, да, национальные интересы, то есть она вот интересы отдельной личности, там, государства, общества и так далее. Вот какое направление мы сейчас не говорили бы, то есть мы можем говорить о защите этих интересов. Но здесь, я думаю, что надо будет сказать, если мы говорим о красных линиях вот, национальной безопасности, общества, государства, там, личности Абхазии, то наше государство, мы должны были бы уже исходить из каких-то определенных критериев. У нас должны были быть уже критерии, из чего мы исходим, где эта красная линия, то есть это уже должно быть у нас выработана в государстве концепция национальной безопасности Республики Абхазия и вообще, я бы шире взял бы, концепция национальной безопасности абхазского народа. То есть мы, те, которые проживаем здесь в Абхазии, мы несем ответственность как люди, которые проживают на исторически своей родине, ответственность за тех абхазов, которые проживают за пределы Абхазии тоже. То есть это четко надо вот всегда иметь в виду, это вот две стороны вот национальной безопасности. Если мы пока, к сожалению, у нас четко выработанной такой концепции, как обнародованной концепции национальной безопасности в нашем государстве нету, поэтому, естественно, каждый человек или каждое движение, там у нас очень много партий, воспринимают или понимают национальную безопасность по-своему. Каждый, то есть каждый считает, что это его видение, это он отражает, значит, интересы граждан Абхазии на сегодняшний период. То есть, ну, можно было бы примеры сейчас вот брать. Вот я просто хочу вот еще раз возвратиться к одному примеру. Мы не будем сейчас говорить, каждый там, вот, национальная безопасность, она охватывает все стороны жизни, да? Но одно из там защита конституционного строя, да, скажем.
Очень многое говорится вот, о Пицунской роще. Просто я хочу еще раз к этому возвратиться. В чем заключаются вот, подходы по защите национальной безопасности? Что значит национальная безопасность? Мы защищаем свои законы в Республике Абхазии. Законы и Конституции является это защитой национальной безопасности или нет? Вот там, значит, видите, вот есть там такая, вот обычно сейчас все говорят о том, что вот, координаты неправильно были сделаны. Если координаты сейчас правильно сделаны, можно будет принимать там в парламенте, обсуждать. И другие там вот два момента, которые вот, неправильные координаты были сделаны. Но там есть один существенный момент. Почему-то вот мы говорим, там нарушение Конституции. А какое? В чем нарушение этой Конституции? В чем национальная безопасность затрагивается? Есть статья, что на этой территории действует все только Конституция Российской Федерации. Это территория Абхазии. Пускай это будет 1 метр, пускай это будет 100 квадратных метров, не имеет значения. Пускай это будет на 1 год, пускай будет на 49 лет, пускай это будет на 1 день. Но на этой территории мы допускаем, что законы и Конституция Абхазии не будут действовать. Это означает, что мы, значит, нарушаем Конституцию и отдаем эту территорию. Это есть серьезный ущерб национальной безопасности, понимание, это серьезный сам факт, это недопустим, да, вот, в этом отношении. Ну, если мы несколько таких примеров, если мы берем, допустим, есть безопасность у нас, есть ли у нас безопасность, информационная безопасность, есть ли у нас продовольственная безопасность. Все почему-то мы часто, вот, когда мы говорим безопасность, мы имеем в виду военную безопасность. Да, конечно, у нас сегодня значит, со стороны Восточной Грузии мы постоянно слышим, видим такую ненависть со стороны Грузии по отношению к Абхазии, ненависть по отношению к истории и культуре абхазского народа. Абсолютное такое, да, вот, непризнание сам факт существования самого абхазского народа, постоянно мы слышим это, видим. То есть они, как мы говорим, точат кинжал для того, чтобы использовать любой момент, чтобы напасть на Абхазию. Это мы видим, то есть мы должны, безусловно, быть готовыми к этому. Но у нас есть еще очень много проблем с безопасностью политической, с безопасностью экономической, там, продовольственной безопасностью. И особенно сегодня очень актуально становится культурная и духовная безопасность нашего народа, нашего государства. Идет размытие культуры и духовности абхазского народа сегодня. Это очень опасная тенденция, которая равносильна, значит, физической безопасности. Да? Вот эти проблемы, все мы сейчас, каждая эта проблема мы сейчас, естественно, не можем это, значит, да, обсудить. Это вот заняло бы очень много времени. Ну, я думаю, что в процессе еще мы будем возвращаться. Я вижу уже, это такая тема, что если не остановите, да, потом трудно будет остановиться. На этом я остановился. Спасибо большое. Когда вот мы говорим политическая элита Абхазии, на мой взгляд, политическая элита это государственная элита. Но, на мой взгляд, у нас нет еще политической элиты. Нету государственной элиты, которая мыслила бы, да, категориями независимого государства. Еще не сложилось. Я же давно говорю, у нас только административная элита, пока еще, это я могу, вот даже одним примером это можно доказать, что у нас еще не сформировалась элита такая близкая. После до 2008 года, вот такой, да, вот после признания, все договора, более 100 договоров мы имеем с Российской Федерацией, которые охватывают практически все сферы жизнедеятельности. Ни один договор, за редчайших, там может 1, 2, 3, которые добавили, все эти договора представлены Российской Федерацией. Договора, которые мы имеем, не было представлены со стороны Абхазии. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы не формулируем свои интересы. То, что мы хотим, мы до сих пор не можем сказать,
Российское государство хочет нам помочь. Это наш союзник, который нас признал и дает нам возможность для того, чтобы создать правовые условия, чтобы мы могли бы развиваться. Но мы должны представить, что мы хотим. Но этого мы не представляем. И сегодня это один из ярких таких, потому что административная элита обычно такие задачи ждет из центра. Как в автономной республике ждали из центра, так и мы сегодня ждем из центра. Вот в чем проблема. Вторая задача, да, вот если мы берем, в чем это еще доказывает. Сегодня идет гармонизация абхазского законодательства с российским законодательством. Очень много. То есть идет такие параллельные, каждое министерство имеет с министерством Российской Федерации. Там такие четкие такие идут. О чем это говорит? Гармонизация законодательства, это безусловно, вы все прекрасно вы же знаете, что это когда два государства, между государствами меняют свои законодательства и создают какую-то общую, которая учитывает интересы обеих государств. Ну а как у нас эта гармонизация делает? Мы получаем, то есть наши чиновники, ну, просто они должны это, они берут законодательство Российской Федерации, абхазские, значит, законы, значит, приравнивают к российскими законодательствами, и наши законы, значит, делаются на основе Российской Федерации. Любое государство отличается от другого государства своими законами. Поэтому существует граница, что на одной границе, на следующей границе не делать. То есть фактически, что это означает? Что на уровне правового создается единое правовое поле. Если создается единое правовое поле, извините, это одно государство уже. То есть официально назови как хочешь, но фактически это одно правовое поле. Это очень такие моменты, которые серьезно наносят огромный ущерб национальной безопасности. Фактически не только, значит, да, материально, вот, чисто такой национальной безопасности, потеря значит, суверенитета, вот, потеря ослабления национального самосознания. Это очень важные такие моменты, которые постоянно у нас в обществе происходят. Если вы, вот, например, вот я позавчера или 2 дня назад по телевизору показывали, что у нас принимается закон, гармонизируется закон об образовании с Российской Федерацией. Я думаю, что вряд ли кто сейчас усомнится, что закон Российской Федерации поменяют для того, чтобы ее гармонизировать с абхазской. То есть абхазская будет подогнана под Российской Федерацией. Это реальность, которую мы имеем. И какой, вот мне хотелось бы узнать, что за закон об образовании, уже говорят, что в первом чтении принято. Это очень важные моменты, которые показывают сегодня, на мой взгляд, что, к сожалению, наша политическая элита не соответствует интересам и чаяниям абхазского народа, вообще граждан Абхазии, не соответствует, значит, независимому государству, интересам независимого государства. Второй момент, что хотел бы я отметить, вот мы говорим о, значит, да, безопасности и так далее. Часто говорится о том, что гарантом безопасности Абхазии является Российская Федерация. Российская Федерация наш союзник. Российская, безусловно, это крупнейшая ядерная держава. Значит, ее, у нас есть договор, значит, военной базы российские здесь стоит на территории Абхазии. Но гарантом безопасности Абхазии является абхазский народ. Это сама постановка вопроса уже неправильна. Она неправильно формулирует, опять-таки, национальное самосознание. Гарантом является только граждане Абхазии, абхазский народ, а Россия является гарантом ненападения нашего, значит, неугомонного врага, который никак не хочет, значит, да, успокоиться, пытается колонизовать заново, колонизовать Абхазию. То есть гарант ненападения. Естественно, это союзник. Не будет, допустим, да, защитником здесь народа не станет, никто гарантом не может быть. Только это, то есть вот этот подход, к сожалению, вот часто мы это повторяем, а вот здесь очень правильно было сказано, что вот именно мы, когда еще хуже было, когда ни одного союзника, наоборот, весь мир был против нас, мы, значит, защищали свое государство.